По случаю открытия соборной мечети в Москву прибывают лидеры стран мусульманского мира и главы республик России, население которых исповедует ислам. Среди почетных гостей глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, и он сейчас гость нашей студии. Юнусбек Бамадгириевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот на ваш взгляд, вообще открытие новой соборной мечети, какое имеет значение и для мусульман России, и для столицы России? Бесспорно, это большое событие для всех мусульман не только Москвы, не только в России, но и для мусульман мира. Почему? Потому что мы исторически, Россия, я имею в виду, в плотном контакте и в хорошем диалоге с мусульманским миром и в советское время, и в нынешней России. Это первое. Соборная мечеть Москвы, она, конечно, не позволяет полностью обеспечить потребность мусульман, особенно пятничную молитву или там другие праздничные дни. Но, тем не менее, тот подход, который сделан, и та реконструкция, которая сейчас сделана, в том числе в археологическом стиле, в архитектурном стиле, дает возможность говорить, что очень пристальное внимание, в том числе руководство страны, к этому вопросу. Я хочу сегодня выразить огромную благодарность всем, кто приложил руку, всем, кто пожертвовал свои средства на это. Сказать спасибо Владимиру Путину за такой подход. И бесспорно шейху Равилю Гайнутдину, который взялся за эту идею и довел эту идею до конца. Тем более, эта реконструкция, мечеть открывается именно один из самых святых праздников для мусульман, праздник Курбан-Байрам. И хочу всех поздравить, пользуясь случаем, и с праздником. Ну вот для вас лично чем является присутствие на открытии этой мечети? Ведь многие приглашенные не смогли как раз принять участие, в том числе ссылаясь на то, что праздник. Ну, если коротко сказать, это святое. Это как раз тот момент, когда, может, один раз в жизни такое удается, именно соборная мечеть, она главная мечеть для мусульман страны. Почему? Потому что находится в центре, в столице. И, конечно, это бесспорно, это такой шанс выпадает не каждый раз. И мы нашли возможность сегодня приехать со своими коллегами сюда. И надеюсь, что завтра мы с помощью Всевышнего будем присутствовать на этом мероприятии. Ну, а вы уже как-то проезжали мимо, может быть, вот видели, сейчас было у нас как раз интервью с Гайнутдином, где были внутренние убранства. Вот вообще как оцениваете реконструкцию? Как сейчас Ну, я и проезжал, и в ходе реконструкции заезжал, и бесспорно видел, и с шейхом Равилем Гайнутдином встречался. Он, поверьте, как вот рассказывал про это, как будто это вот его идея, вообще смысл жизни, с такой любовью, как идет сама реконструкция. Но я еще общался с теми, кто пожертвовал и средства, и силы, и возможности, и какую душу вкладывали. И знаете, вот в архитектурном плане оно и было заложено таким образом, и шейх Равиль Гайнутдин сам сидел над этим проектом, в том числе, я знаю от его помощников это, чтобы стиль архитектуры не поменялся, чтобы он был именно как вот ты сейчас говорил в интервью шейх Равиль Гайнутдин, как златоглавая Москва, чтобы не отличалась, и вот эта красота, чтобы соблюдалась. Поэтому, конечно, это вот масштабный проект, и я уверен, что завтра мы все получим огромное удовольствие от этого. Ну вот Равиль Гайнутдин уже говорил, что надо строить еще мечети в столице, что тех, которые существуют сейчас, их недостаточно. Вот вы как смотрите? Ну, знаете, я не то, что как смотрю, бесспорно, нам надо все-таки жителям страны не относиться к друг другу враждебно в этом плане. Я знаю, с каким таким нехорошим настроением встречают жители регионов, когда вопрос заходит о строительстве мечети. Например, и в Ингушетии, и в республиках Северного Кавказа, когда мы строим церкви, часовни, никто даже не препятствует, никто даже не задумывается о том, что вот как-то можно сказать. Конечно, надо строить больше. Почему? Потому что мы видим, насколько в пятничные, праздничные дни забивается вот эта площадь. Мы создаем больше проблем для людей. Мне кажется, что по МКАДу или по Садовому кольцу, если поставить сейчас порядка 20 мечетей в Москве, это сильно разгрузило бы вот именно центральную мечеть. Это одно. Второе, ведь мечеть это же дом Всевышнего. Ведь там-то как раз можно на контроль взять, в том числе если брать тоже радикализированную молодежь, да, это же вопрос и контроля в том числе. Почему? Потому что все мечети, в том числе у нас в республике, они под видеонаблюдением. А спецслужбы, если надо, они слушают проповедь, в интернет выкладывают. То есть никаких проблем же с этим нет. И мечеть, наоборот, пользуясь и мечетями, и другими там храмами, может же и молодежь воспитывать, может за этим смотреть. Поэтому, конечно, надо не только в Москве, во всех регионах, крупных мегаполисах строить
Это еще раз, чтобы показать, что мы все едины, Бог един, и все должны к этому относиться более чем трепетно, независимо, к какой вере это все относится. Ну, планировалось, что вот появление такой крупной мечети в Москве может решить проблему моления мусульман на улицах во время праздника. Вот как вы считаете, Не будет ли решит решена эту эта проблему, проблема? нет, ни в коем случае не решит. Почему? Потому что максимум, сколько поместится внутрь мечети сейчас, если смотреть, там, это может быть 12 тысяч. То, что сейчас Равиль Гандин говорил, там до 10 тысяч, может быть 12 тысяч поместится. Но все равно улицы будут забиты. Почему? Потому что одной мечетью вопрос не решить. В Москве сегодня проживает где-то 1,5 или 2 миллиона мусульман. И это же большое количество людей. И поэтому, конечно, надо строить. Надо давать возможность строить. И есть среди мусульман меценаты, которые спокойно построят эти мечети. Но при этом, конечно, бесспорно, за счет строительства этих мечетей создавать красоту архитектурную самой Москвы. Вот посмотрите, в какие времена строились мечети, церкви, другие храмы. И это же был такой красивый архитектурный стиль. Строить в таком месте, чтобы было удобно для людей, чтобы не перекрывали улицы, чтобы были стоянки. Сделать современно, требовать так, чтобы власти требовали современно. Вот этом я согласен и буду поддерживать обоими руками за то, чтобы требовать так, чтобы не мешало это другим людям другой религии. Строить надо все-таки идти навстречу верующим. Почему? Потому что это все-таки главный смысл жизни, это все-таки вера Всевышнего. Вот вы сказали, что строить мечети надо сейчас не только в Москве, но и в других регионах России. Да. Вот в Ингушетии есть ли какие-то планы сейчас по строительству новых мечетей? Нет, у нас мечетей достаточно, если брать там в масштабах республики. Мы строим сейчас духовный центр управления мусульман в Магасе, и там же нам патриарх благословил строительство церкви в Магасе, поэтому мы одновременно и начинаем строить и церковь, и мечеть. Поэтому в Ингушетии, если брать там по населенным пунктам, пока достаточно. Есть расширение, есть реконструкция, но строительство новых мечетей, там, может быть, там 3-4 мечети мы сейчас строим, но это так тема уже сельских поселений, где они строят. А вот масштабный проект центральной мечети мы в Магасе уже начали строить. Вообще сейчас в России принято говорить о таком межрелигиозном консенсусе в рамках всей страны. Мы на примере Москвы видим это, а вот на примере Ингушетии, где подавляющее большинство жителей это все-таки мусульмане. У нас великолепная церковь, одна из самых таких привлекательных, хотя нельзя говорить красиво, некрасиво, лучше, не лучше, почему же Божий храм есть Божий храм, но очень красивая церковь в Ингушетии, и есть 8 часовен, которые мы сейчас тоже проводим реконструкцию, и центральную церковь, как мы говорим, там, которая будет построена в Магасе. Плюс ко всему этому мы с паломниками, которые у нас едут в Мекку, одновременно отправляем паломников. У нас в этом году 38 паломников едут в Иерусалим. То есть мы находим средства, чтобы их отправить. И наши паломники или православные, которые в республике живут, или в других регионах к нам приезжают, они находят возможность каждый год ездить на святые места, потому что мы здесь тоже к этому относимся очень внимательно. Ну и плюс, надо сказать, исторически уже с молоком матери впитывается, что мы праздник отмечаем вместе, и православные, и религиозные. Я помню, 2 года назад попал на Пасху, на площади были накрыты столы в сельском поселении Орджоникидзевское, когда на столом сидят и мусульмане, и православные, вместе празднуют этот праздник. Да? То же самое, когда наш праздник, Ураза Байрам, или другой, даже Курбан Байрам сейчас будет, даже жертвенное мясо, оно тоже будет даваться православным. То есть мы не делим, кто есть кто. Поэтому, конечно, в этом вопросе Россия – это яркий пример именно консолидации общества и именно межконфессионального мира. А какое сейчас внимание вы в республике уделяете развитию и поддержке традиционного ислама, чтобы пресечь распространение исламского фундаментализма? Сейчас на фоне ИГИЛа эта тема, естественно, особо актуальна. Есть много проектов, и в том числе преподавания в школах, разъяснений в мечетях, какие-то передачи, которые там довольно серьезные, там до молодежи доходят. Дальше какие-то беседы отдельные, индивидуальные с имамами с населенных пунктов, которые беседуют с той категорией молодежи, которой надо пообщаться, где, например, нету одного из родителей или вообще родителей. Или если родственники обращаются с просьбой.
Ну и интернет-ресурсы, сайты и все остальное. Эта работа проводится. Это одно. Второе, сама профилактика в рамках адаптации тех лиц, которые там стали на неправильный путь. И когда они появляются, когда они попадаются, мы с ними работаем, мы их показываем, они сами говорят, куда пошли и зачем они пошли. Такие формы тоже проводятся. Дальше в спортивных коллективах, в трудовых коллективах. Везде эта работа проводится, максимально проводится. И, конечно, благодаря этому у нас есть такое хорошее снижение оттока молодежи в сторону там, или ИГИЛа, или там, другого направления. Но, тем не менее, надо признать в том числе, что этого мало, и надо новую форму вырабатывать. И есть ряд предложений все-таки на уровне Северо-Кавказского федерального округа, да, и дальше все-таки общую методику профилактики выработать, в том числе противодействие. Мы сейчас ее разрабатываем, в том числе у себя на своем уровне, противодействие оттока молодежи к различным, не только ИГИЛ, но различные религиозные радикальные организации. Поэтому мы это мероприятие тоже сейчас проводим, готовим к такой хороший такой постулат в плане того, чтобы довести до молодежи и об этом говорить постоянно. Но та форма, которую мы сегодня проводим с молодежью, я думаю, что ее пока достаточно, но ее надо наращивать. Юнусбек Бандгиревич, у нас с вами заканчивается время. К вам последний вопрос. Как в Ингушетии планируют отмечать праздник Курбан-байрам? Как обычно. С праздником таким, с душой, с теплотой и с вниманием к тем, кто нуждается именно в поддержке. Ну и, конечно, с чистыми помыслами и восхвалением и Всевышнего, и нашей республики, и всей великой нашей страны. Вы должны понимать, что на всех религиозных праздниках и имамы, и священнослужители, и простые люди, восхваляя республику, обязательно восхваляют саму страну, нашу великую Россию. Поэтому вот так и будем праздновать. Ну что ж, хорошо вам отпраздновать. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли. А я напомню, что на студии был глава Ингушетии Юнусбек Евкуров.